В галерее выдающихся деятелей казахской музыкальной культуры Дине Нурпеисовой принадлежит почетное место. Имя ее хорошо известно во всех уголках Казахстана и далеко за его пределами. Народ знает Дину как замечательную дамбристку и автора широко распространенных кюев. Достойная ученица великого Курмангазы, Дина передала новому поколению музыкантов прекрасные традиции народного инструментального творчества. Дина Нурпеисова родилась в Джангалинском районе западно-казахстанской, ныне Уральской области, в бедной крестьянской семье. Любовь к музыке она унаследовала от своего отца, который, как и многие казахи, неплохо играл на домбре. Отец Дины помог дочери освоить все тонкости игры на домбре, когда ей было 8 лет. Дина так хорошо исполняла кюи Даулеткерей, Мусирали, Узаха, Аликея, что ее прозвали девочкой-домбристкой. Слава о ней разнеслась так далеко, что сам Курмангазы приехал послушать ее исполнение. Он был очень доволен игрой девочки, благословил ее, а в дальнейшем не выпускал ее из виду, брал с собой на различные состязания, показывал ей особые приемы игры на домбре. С 9 до 19 лет, пока ее не выдали замуж, становлением Дины руководил Курмангазы. В дальнейшем Дина стала продолжателем исполнительского искусства, своеобразного стиля своего знаменитого земляка. Присоединившись к своему учителю после того, как Курмангазы поселяется в местечке Сахма под Астраханью, Дина сама начинает сочинять кюи. Среди ее первых произведений можно назвать «Бол-бол», «Байжума», «Когентоп», в которых прослеживаются музыкальные традиции казахского народа. Большое влияние на творчество Дины Нурпеисовой оказало национально-освободительное движение 1916 года. Один из кюев, созданных в этот период, так и называется 1916 год, посвященный восстанию под предводительством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Кюи Дины Нурпеисовой способствовали развитию казахского инструментального искусства и поставили ее вровень с лучшими домбристами. Композиторское дарование и исполнительское мастерство Дины Нурпеисовой получили свое дальнейшее развитие в советский период. В 1937 году она становится участницей республиканского смотра исполнителей и музыкантов, на котором Дина поразила слушателей высоким мастерством, завоевала всеобщее признание и была удостоена первой премии. К этому времени относится и встреча Дины с Джамбулом, вылившаяся в дальнейшем в плодотворную творческую дружбу. Они подолгу беседовали об искусстве, о его высокой миссии в жизни народа, о воспитании молодых талантов, развитии и продолжении традиций. В суровые годы Великой Отечественной войны, когда знаменитой домбристке было уже 80 лет, ни на минуту не прекращалась ее композиторская деятельность. Разделяя всеобщий патриотический подъем, она создает кюй «Ана Бюйруга» – наказ матери. А радостную весть об окончании войны она встречает кюем «Женес» – победа. Много замечательных кюев с помощью Нурпеисовой освоил Государственный оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы. Она обогатила его исполнительскую культуру целым рядом оригинальных приемов игры на домбре. Через нее пришли в оркестр и зазвучали в мощном симфоническом ансамбле кюи Курмангазы и многих других представителей казахской инструментальной музыки. Как настоящее золото не ржавеет, так и искусство самобытного композитора Дины Нурпеисовой продолжает жить и радовать людей. Предлагаемая книга является первым сборником кюев Дины Нурпеисовой. В книге отражены жизненный и творческий путь кюйши, история создания кюев, которые сопровождаются исполнительскими комментариями. Книга адресуется участникам художественной самодеятельности, домбристам, композиторам, музыковедам, всем, кто любит народную музыку.